Ингушетия сегодня находится в зеленой зоне по освоению федеральных средств по развитию сел. Это значит, что республика демонстрирует высокую эффективность в использовании выделенных средств. Яркий пример такой работы – селение Южное, где в рамках программы была проделана колоссальная работа. Жизнь сельчан меняется к лучшему. Один из ключевых объектов – вот этот детский сад на 120 мест. Строительство здесь близится к завершению. Возведено двухэтажное здание с подвалом. Полностью проведены все коммуникации, сооружены ограждающие конструкции. Сейчас подрядчик фирма Евростройсервис ведет финальные работы. Где-то нужно подкрасить, где-то нужно подбелить. Вот эти виды работ только остались. Практически объект готов к сдаче. Этот современный детский сад будет принимать детей от 1,5 до 7 лет. На 2 этажах расположатся просторные групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы, медицинский блок с процедурной и кабинетом врача. Сегодня на объект с проверкой хода работы прибыли сотрудники Министерства строительства и Министерства сельского хозяйства республики. У нас управление капитального строительства осуществляет строительный контроль по данному объекту. Все работы ведут в строгом соответствии с проектной документацией, прошедшей положительную экспертизу. Как мы видим, у нас подряд организация осуществляет строительство с опережением графика производства работ. В принципе, до конца октября объект должен быть работой, по объекту должны быть завершены все строительно-монтажные работы. А далее идет процесс получения разрешения на ввод, передачи объекта на баланс. Новый сад – это не просто место для дошкольного образования, это новые рабочие места для села. И что очень важно – освобождение матерей, которые смогут выйти на работу. Это положительно скажется на экономике Южного, где уже успешно работают такие крупные предприятия, как птицекомплекс и Алмавит Фрут. Основная цель строительства этого объекта здесь – это именно создание благоприятных условий для жизни сельского населения, чтобы люди оставались в селах, чтобы здесь занимались сельским хозяйством, и конечная цель – это развитие именно сельского хозяйства. Но развитие села – это комплексный проект. Помимо детского сада, в Южном в рамках той же федеральной программы была полностью заменена ветхая водопроводная сеть протяженностью около 11 километров. Старая железная труба не выдерживала давления и постоянно лопалась. Теперь же проложенные новые полимерные трубы, которые выдерживают до 16 атмосфер и прослужат как минимум 60 лет. С прокладкой новой водопроводной сети, конечно же, проблемы у нас уже ушли. Сегодня жители очень довольны. Помимо всего прочего, на каждой улице с конца и начала задвижки, в случае чего можно перекрыть. То есть необходимость перекрывать все село уже нету в этом необходимости нет. Поэтому, конечно же, для села это очень большой плюс. Федеральный проект рассчитан и на поддержку сельхозпроизводителей. Так, для агропредприятия Алмавит Фрут была построена современная подъездная дорога протяженностью в 1,5 километра. Логистическая цепочка предприятия получила надежное покрытие, что положительно скажется на его экономике. Дорога здесь особенная: 3 слоя гравийной подушки и 2 слоя асфальтобетона. Она способна выдержать нагрузку до 60 тонн. В рамках комплексного развития сельской территории в Галашках строится школа. Уже построена в этом году, будет введена в эксплуатацию автомобильная дорога. Здесь в Южном тоже автомобильная дорога и ряд других проектов, которые в этом году уже реализовываются. Также мы на следующий год планируем реализацию нескольких проектов в рамках программы КРСТ. У нас ежегодно такие подобные проекты, они реализуются ежегодно на примере сельского поселения Вежери, где в рамках той же программы у нас строился детский сад, проводился капремонт школы, фельдшерско-акушерский пункт, стадион, водопровод. То есть там тоже мы комплексно заходили в это село и реализовывали все проекты, которые необходимы для этого села, чтобы жизнь жителей этого села она была более качественной и чтобы создать более комфортные условия для них. Масштабы проделанной работы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ингушетии действительно впечатляют. Это и реконструкция 5 автомобильных дорог общей протяженностью более 37 километров и 14 проектов по благоустройству, и помощь в улучшении жилищных условий сельским семьям. Все это реальные результаты федеральной поддержки, которые меняют жизнь на селе к лучшему. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.